Сегодня в Уфе отметили сразу две памятные даты. Моряки Башкортостана почтили память Александра Маринеско, человека, которого называют самым неординарным героем Советского Союза. А на площади Гостиного двора открыли стелу с онлайн-отсчетом до 75-летия Дня Победы. Что объединяет 100 дней до окончания Великой Отечественной и крупнейшую морскую катастрофу, расскажет Лилия Курбанова. 2, 1. Стеллу с онлайн-отсчетом 100 дней до Дня Победы запустили 3 поколения. Ветеран войны, герой России и будущий моряк. Генерал-майор авиации Риф Сахабуддинов специально для этого приехал в столицу республики из Санкт-Петербурга. Заслуженный военный летчик России сам, родом из Уфы. Я горд, что вот наш город, наша республика одним из первых практически участвует в таком мероприятии. И поэтому специально прилетел, чтобы участвовать непосредственно в таких мероприятиях. В этом году 30 января стало символичным вдвойне. Отсчет 100 дней до 75-летия окончания войны совпал с датой подвига Маринеско. И он сумел атаковать. Он же был в окружении, по-моему. Но это было. Военные словно перенеслись на несколько десятков лет назад, когда о подводнике Александре Маринеско говорить было не принято. Собирались вот так же и обсуждали между собой. Сегодня имя солдата из Одессы мало известно. А те, кто знают, называют его самым неординарным героем Советского Союза. Анис Валиев стал юнгой уже после войны. Забытого героя Советского Союза помнит, видел лично. В армии, когда я служил, дочка, об этом разговора не было. Никто не знал. Ровно 75 лет назад, 30 января 1945 года, Александр Маринеско потопил немецкий лайнер «Вильгельм Густлов». На борту была военная элита Германии – гестаповцы. По разным данным, погибли от 4 до 10 тысяч человек. Его удар назвали «атакой века». По численности человеческих жертв это потопление сравнивают с гибелью «Титаника». А его фотографий здесь нету. Здесь все фотографии одаренных. Вот. Но есть тут стенд такой бывших флотоводцев, которые были. Музей имени Маринеско существует в Санкт-Петербурге. В Башкортостане его именем названа улица в городе Дюртюли. Скоро появится еще и экспозиция в Уфе, в музее филиала Волжского государственного университета водного транспорта. В Башкортостане нет своего моря. Тем не менее, наши земляки внесли свой вклад в сражениях на воде. В годы войны на флот ушли несколько тысяч уроженцев республики. Наши люди, более 40 тысяч, из 700 тысяч призвано было на фронте Великой Отечественной войны. 40 тысяч сражались на действующем флоте, в бригадах морской пехоты, в береговых частях. Они были на всех флотах нашей Родины. Все праздничные концерты как подтверждение тому, что спустя 75 лет мы помним. Молодежь из книг и фильмов, люди старшего поколения лично, из рассказов отцов и матерей. Последние особенно трепетно относятся к этим воспоминаниям. Это видно даже потому, как реагируют ветераны на песни о победе. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Артур Ханов, Виктор Миренков. Новости Уфа.